В эфире «Якутия-24». Главные события уходящего дня. В студии работает Алексей Соколов. Здравствуйте. Российское правительство ушло в отставку после инаугурации президента страны. В Якутске прошла акция «Свеча памяти». Участники почтили память тех, кто сражался за свободу в годы Великой Отечественной войны. В Чульмане работает комиссия во главе с министром охраны природы Якутии. Ведутся разборы по факту загрязнения рек. Жертвы ледохода в Сунтарском районе под лед провалились двое взрослых, и возбуждено уголовное дело. В сегодняшней церемонии вступления Владимира Путина в должность президента страны принял участие руководитель Якутии Егор Борисов, и мы только что получили его комментарий. Произошло очень значимое событие, инаугурация президента. И мы гордимся, что всенародно избранный президент Владимир Владимирович Путин очередной раз стал победителем такой очень сложной гонки, получил очень большую поддержку россиян. Такого рекордного количества голосов во всей истории нашей страны, в современной России, за президента не давали. Поэтому это и есть знак уважения, знак доверия и знак уверенности за будущее Российской Федерации. Менее получаса назад президент России Владимир Путин отправил в отставку правительство во главе с Дмитрием Медведевым. Согласно указу, Медведев и весь Кабмин будут исполнять обязанности до формирования нового состава правительства. В состав ушедшего в отставку Кабмина входили 9 вице-премьеров и 22 федеральных министра. Как сообщает Интерфакс, Медведев после сложения полномочий будет оставаться исполняющим обязанности премьера около суток. Уже 8 мая Госдума соберется для утверждения нового главы правительства. Ну и в эти минуты приходят сообщения по лентам информагентств со ссылкой «Молния». Путин только что внес в Госдуму кандидатуру Медведева для получения согласия на назначение премьер-министром Российской Федерации. В Сунтарском районе ведутся поиски мужчины и женщины, которые провалились под лед на реке Вилюй во время переправы на лодке. Следователям удалось установить, что 7 мая около 11 часов жительница Сунтарского района, выйдя из дома, обнаружила, что на середине реки Вилюй во льдах на резиновой лодке застрял человек, который просил о помощи. Затем мужчина выпал из плавсредства и в момент движения льда скрылся под водой. Также установлено, что мужчина находился в лодке со своей 34-летней родственницей, которая выпала в реку ранее. Тела мужчины и женщины пока не удалось обнаружить. Сегодня в Нерюнгере прибыла рабочая группа во главе с министром охраны природы Якутии Сахамином Афанасьевым. Они должны разобраться с фактами загрязнения рек. Напомним, что на прошлой неделе в сети была распространена видеозапись, автор которой утверждал о сильном загрязнении реки, рассказывает Сергей Козюра. Комиссия, в составе которой были представители сразу нескольких ведомств, начала свой осмотр с ГОК «Денисовский». Затем, в сопровождении руководства предприятия, члены комиссии совершили объезд по всей территории. В городе Нерюнгере и поселке Чульман работает комиссия. Мы рассматриваем факты загрязнения водных объектов. Это Дежневка и Нерюнгринка. В зоне деятельности компании «Якутуголь», «Колмар». После обеда проводим совещание с представителями компании, чтобы выявить причины загрязнения, интенсивного загрязнения поверхности водных объектов. И будем вырабатывать решения, чтобы снизить негативное воздействие. Накануне соответствующие инстанции были взяты пробы воды на анализ из реки Чульман, по результатам которых будут предприняты дальнейшие меры. По утверждению компетентных источников нам стало известно, что проблема загрязнения на ГОК «Денисовский» из-за отсутствия так называемой ливневки, предназначенной для организации отвода дождевых и талых вод. Как утверждает руководство предприятия, с запуском фабрики в полном цикле данная проблема должна уйти, так как все погрузочно-разгрузочные работы будут производиться в крытом боксе. То же самое касается и складирования угля. Ну, у нас есть предположение, из-за чего. Потому, во-первых, внешние воды, у нас площадки, здесь уже ТГБ
как бы старые. Мы в этом году запускаем новые угольные склады. Мы сейчас проедем, посмотрим. В общем, мы уходим сейчас от старой схемы складирования угля. Запускаем новые угольные склады с бетонным основанием, полностью закрытые. Это я все вам покажу. Вот. И где-то к 10 мая мы уйдем полностью в шахту выдачу на новый угольный склад. По завершению осмотра территории загрязнения министр охраны природы Сахамин Афанасьев проведет открытую встречу с представителями общественности. Сергей Козюра, Нерюнгри. В районах республики готовятся к организации авиапатрулирования лесов. Спасатели в очередной раз напоминают жителям и гостям республики о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности в лесу и просят воздержаться от разведения костров и быть осторожными с открытым огнем. По данным Якутского гидрометцентра, активная грозовая деятельность начнется только в третьей декаде мая. Наиболее пожароопасным сезоном с 5 классом опасности считается вторая половина июля. Между тем, в других регионах, например, в Преамурье, Забайкальском и Хабаровском краях, Саратовской и Пензенской областях, в Бурятии и Башкирии лесные пожары уже полыхают. Всего за прошедшие сутки в стране ликвидировали 145 лесных пожаров на площади почти 25,5 тысяч гектаров, сообщает Авиалесоохрана. Госстройнадзор проведет внеплановую проверку объекта на улице Якова Потапова. Это будущее здание школы номер 25. В минувшую субботу там обрушилась опалубка во время заливки бетона. На месте событий побывала и наша съемочная группа. Репортаж Елизаветы Васильевой. Госстройнадзор проведет внеплановую проверку объекта на улице Якова Потапова в Якутске. Школы номер 25 после обрушения опалубки в эти выходные. По данному факту организация строительная направит нам уведомление об аварийной ситуации. Управлением будет проведена внеплановая проверка, в ходе которой будут установлены все факты и приняты меры. Причиной обрушения стало нарушение проекта производства работ. После 100% заливки бетона в опалубку в течение часа произошло обрушение, потому что не выдержали стойки и опалубки. Произошло обрушение по той причине, что опалубка не выдержала ту нагрузку, которая была дана. Поскольку говорится, после того, как принятый 100% объем бетонной смеси, которая вложена в опалубку, подготовленную опалубку, в течение часа произошло обрушение, потому что не выдержали стойки и та опалубка, которая была бы возведена. Это нарушение, чисто нарушение технологии бетонных работ при проведении со стороны субподрядной организации. В марте была проведена плановая проверка объекта, и тогда никаких нарушений выявлено не было. Следующая плановая проверка намечена на июнь. Сейчас будет внеплановая проверка в связи с обрушением опалубки. А из-за чего, по какой причине произошло обрушение, это мы сейчас установим. Генподрядчик привлекает исследовательскую лабораторию для дополнительных испытаний бетона. А по итогам проверки будут приняты меры реагирования в отношении субподрядной организации, допустившую данное технологическое нарушение. Готовность объекта оценивается на 70% по бетонным работам. Запланированный срок сдачи объекта – конец текущего года. Елизавета Васильева, Сусанна Рожина, Владимир Павлов, Якутск. А сейчас небольшой блок рекламы и смотрите далее на Якутия-24. В Якутске прошла акция «Свеча памяти». Участники почтили память тех, кто сражался за свободу в годы Великой Отечественной войны. Опаленные пеплом строки из уст детей. В Алдании ко Дню Победы прошел конкурс чтецов. 5 бронзовых, 1 серебряную и 1 золотую медали завоевали якутские спортсмены на Кубке России по смешанным единоборствам. В эфире телеканал «Якутия-24», и мы продолжаем наш выпуск. Сегодня в России отмечают День радио. В 1895 году на заседании Русского физико-химического общества российский физик Александр Попов продемонстрировал беспроводную удаленную регистрацию электромагнитных колебаний от разряда молнии на собранный им элементарный приемник. С 1945 года праздник отмечают ежегодно. В Якутске в сквере имени Николая Кондакова прошел праздничный митинг. На нем поздравили работников всех отраслей связи и вручили государственную премию имени Кондакова. В начале
начальнику редакции документальных программ дирекции телевидения НВК «Саха» Дарье Ермолаевой и режиссеру службы телевизионного производства Елене Эверстовой. Награды они удостоились за создание цикла передач «Хранители времени». Премию вручил руководитель администрации главы и правительства Якутии Федор Борисов. Когда мы пришли в первый раз на телевидение, мы смотрели на них как небожителей. И вот моими педагогами были Елена Степановна Миронова, Светлана Семеновна Соколова, Галина Иннокентьевна Захаренко. Я действительно благодарна им. И, возможно, благодаря им наша жизнь творческая в стенах НВК «Саха» состоялась. Также сегодня ветерану Великой Отечественной войны, кавалеру ордена «Знак почета», заслуженному строителю России Борису Авдееву вручили государственную премию имени Дудкина. В овальном зале Дома правительства прошло торжественное мероприятие, приуроченное к профессиональному празднику работников отраслей связи. Подробности в нашем следующем материале. Он всю свою жизнь посвятил связи. Борису Иннокентьевичу в этом году исполняется 85, а в этой сфере он работает уже более 65 лет. Под его личным руководством был разработан проект и смонтирована первая в республике автоматическая телефонная станция. Объем работ, который коллектив делал, это начиная от города Неринга, в котором мы с АЗОВ начали. Там был организован большой участок, и мы телефонизацию и радиофикацию делали с АЗОВ. Мы работали от Тикси, Соскала, Оленек, Верхоянск. В общем, мы охватили все, побывали во всех районных центрах и поселках республики. В настоящее время компания Бориса Иннокентьевича ведет строительство оптоволоконных линий и связи и станций для сотовых операторов связи. Молодые коллеги благодарны ему за опыт и советы. Пришел, как говорится, я в эту организацию вообще ничего не знал, да, по связи, что она из себя представляет там, от того, как только по телефону звонить. А благодаря Борису Иннокентьевичу освоил навыки полностью технологии связи. Беспроводной, проводной. Весь мой опыт – это благодаря нашему директору. С 2012 года премия ежегодно вручается за выдающийся вклад в развитие связи и информационных технологий. Ветеран в первую очередь выражает благодарность своим коллегам. Я хочу отнести получение вот этой награды коллективам, моим бывшим работникам Якутска ГТС, работникам ПМК, строительной организации ПМК 805, 16 и строителей ООО «Профиль». Награда получена за труд моих работников. Борис Авдеев в 1986 году награжден орденом «Знак почета», имеет звание «Заслуженный строитель России», «Почетный строитель России», отмечен знаками отличия «Мастер связи», «Почетный радист СССР», «Почетный работник связи Республики Саха-Якутия», награжден нагрудным знаком «Саха-Телеком», медалями СССР и России, ветеран Великой Отечественной войны. Кристина Якупова, Владимир Павлов, Якутск. В преддверии Дня Победы якутяне посетили Новгородскую область. В городе Старая Русса делегация республики побывала в музее Северо-Западного фронта, где хранится память о бойцах из далекой Якутии. Подробности у нашего собственного корреспондента Айсены Бурнашовой. Наряду с оружием, котелками и окровавленными письмами в музее Старой Руссы выставлены экспонаты в память о матерях солдат. Именно на их долю выпало страшное испытание – воспитать поколение, принявшее на себя удар Великой Отечественной войны. Так здесь хранятся материалы о жительнице села Баяга Татинского Улуса. Об уникальной женщине, которой в Якутии тоже открыт комплекс, Феврония Малгина, которая отдала 5 своих сыновей, и никто из них не вернулся. Земля Северо-Западного фронта буквально усеяна павшими солдатами. Ежегодно здесь находят сотни останков погибших. Уже 3-й год к поисковым отрядам Новгородской области стали активно присоединяться молодые девушки и юноши из Якутии. 21 апреля из города Якутска выехала поисковая группа в составе 7 человек, 5 девушек, я руководитель и еще 1 молодой человек. В этот раз у нас поднято 9 бойцов. Из них установлен пока только в данное время 1 боец. Когда первый раз я взяла в руки кость, нет, меня это не напугало. Главной нашей целью это восстановить какую-то человеческую справедливость и дать имена тем героям, которые пропали без вести очень давно.
Якутию и Новгородскую область крепкими узами связали страшные события войны. В 1943 году 19-я отдельная лыжная бригада, в составе которой 597 посланцев из республики, попала под немецкий обстрел. В память о героизме и отваге солдат на берегу Ильменя состоялся торжественно-патриотический митинг. Поклониться своим дедам, тем, кто оставил здесь след на земле, кто историческую свою миссию человека выполнил, сделав нас свободными гражданами, тогда Советского Союза, сегодня России. С тех страшных сражений прошло ровно 75 лет. В память о храбрости и мужестве якутских солдат на берегу озера была установлена якутская коновязь «Серге». За пределами республики я сделал 8-е. Дерево нашли здесь, но здесь лиственницы нету. Поэтому пришлось выбрать сосну. Но обработали мы, думаю, хорошо. Серге как олицетворение единства двух регионов. В следующем году исполняется 75 лет со дня освобождения Старой Русы от немецко-фашистских захватчиков. В планах у новгородцев реконструкция военных действий на озере Ильмень. Глава Бордовский Василий Владимирович предложили Якутии приехать участвовать. Я уверен, что глава республики, правительство республики, общественность нашей республики поддержит. И мы всеми силами примем участие. А завершились памятные мероприятия на берегу священного озера национальным танцем «Осохай». Айсена Бурнашова, Егор Максимов, Новгородская область. Рожденный под бой курантов. Выставка с таким названием открылась в музее имени Ярославского в Якутске. Она посвящена 90-летию со дня рождения ветерана тыла, заслуженного работника народного хозяйства Якутии Ивана Подойницына. «Жила бы страна родная». Эта строчка из песни не сходила с уст Ивана Подойницына. Где бы он ни работал, своим самоотверженным трудом оставлял благотворный след в жизни республики. На выставке представлены награды, фотографии, архивные документы, театральные афиши из архива Русского драматического театра. Первая витрина посвящена детству Ивана Ивановича. Свою трудовую деятельность он начал в 14 лет. В 20 лет поступил в Благовещенское речное училище. Здесь есть кораблик с надписью «Театралу с душой речника». Из семейного архива представлены личные вещи: бушлат, тельняшка, штурвал. Потом мы поэтапно отразили этапы его трудовой деятельности. Это республиканская типография, первое в республике предприятие коммунистического труда. Это обком профсоюза транспортных рабочих республики. Тогда профсоюзы были огромной силой в советские времена, и он много сделал для того, чтобы поднять престиж простого человека, водителя, таксиста. Представлен стенд, отражающий его трудовую деятельность в коммунальном хозяйстве. Благодаря ему в столице появились памятники солдату на Ильмене, борцам революции, Ленину. Иван Подойницын 22 года проработал директором Русского драматического театра. Храм культуры поднимал буквально из руин и пепла после пожара. И в кратчайшие сроки. Флотский порядок у него был везде. Для артистов он был учителем во всем. Человек, который умел потрясающе, феноменально разводить любой, даже самый острый конфликт. Я вот этому качеству старался у него как раз научиться. Под его руководством и благодаря его стараниям в 1998 году театру присвоили наименование «Академический», а в 1999-м имя Александра Сергеевича Пушкина. Выставка будет работать до конца мая. Саргалана Федорова, Владимир Павлов, Якутск. Автолюбители Нерюнгри поздравили ветеранов. Акция прошла на площадке спортивного комплекса «Богатырь». Смысл ее в выстраивании из машин разных фигур, которые можно будет наблюдать с высоты птичьего полета, в том числе в виде поздравительной эмблемы праздника. За ходом флешмоба наблюдал наш корреспондент Сергей Козюра. В Нерюнгри состоялся автомобильный флешмоб, приуроченный ко Дню Победы. Организатором акции выступила региональная молодежная общественная организация по поддержке православных инициатив Республики Саха-Якутия, Якутия православная и Нерюнгринской городской администрации, а также Нерюнгринского филиала технического института СВФУ в городе Нерюнгри. Делали рассылку по группам в WhatsApp, в Инстаграме. Люди друг другу раскидывали сами уже. Кликнулось достаточно много людей.
Ну, практически 50 машин приехало. Участие в акции приняло около 50 автомобилей, которые выстроились сначала в форме памятной боевой награды Великой Отечественной войны «Красной звезды», а затем составили надпись «9 мая». Отрадно, что в акции приняли участие все желающие, даже те, у кого не было собственного авто. Пока я своей машины не имею, поэтому приехала сюда на арендованной машине такси любимого, чтобы дать дань памяти нашим предкам, которые отвоевали нашу отчизну. Таким образом, молодежь города Нерюнгри почтила память солдат, воевавших в 1941-1945 годах за нашу родину. Сергей Козюров, Вадим Барашков, Нерюнгри. Визиты к ветеранам Великой Отечественной войны, тыла и вдовам ветеранов Ленска в честь Дня Победы нанесли городские управления культуры и ученики младших классов. Гости пришли не с пустыми руками, они принесли подарки от главы города и спонсоров компании «Транснефть». Эта акция ежегодная. В этом году список адресов немного поредел, в нем всего 33 фамилии. Ребята читали стихи о войне, благодарили ветеранов за мирное время, в котором посчастливилось жить им сегодня. И, конечно, желали долгих лет жизни. Ездим, поздравляем их, дарим им хорошее настроение, вручаем памятные подарки. Ну и, конечно же, поздравляю с наступающим Днем Победы. Опаленные пеплом строки пронзали слушателей и судей конкурса чтецов, прошедшего в Алданской школе. В канун Дня Победы он является традиционным, и год от года на сцену выходит все больше юных участников. Через строки поэзии и прозы на лики войны взглянула и наш корреспондент Татьяна Вахнина. Строки поэзии и прозы, сплетаясь, источали горький дым пороха и слезы невыплаканного горя. Мальчишки и девчонки рассказывали о героизме русского солдата, о подвигах на передовой, о трагедии матери, потерявшей сына, и о жизни в тылу, где, как и на фронте, ковалась победа. В школе с углубленным изучением отдельных предметов проходит конкурс чтецов под названием «Строка, опаленная пеплом». В образах лирических героев воплощается множество ликов войны. Действительно, в литературно-музыкальных композициях мы видим все. И может возникнуть у нас солдат в образе Василия Теркина, да, то есть такой солдат, который и частушку может спеть, и сыграть на гармошке, и станцевать, и рассказать анекдот. Это могут выступить какие-то женщины, да, которые в тылу ждали своих мужей, детей, сыновей. Это также и дети войны, то есть все вехи войны и, так сказать, и тыл, и фронт, все показывают ребятишки в этом конкурсе. Конкурс проводится в школе с углубленным изучением отдельных предметов в 9-й раз. Год от года со сцены звучит все больше строк, опаленных пеплом. Учащиеся начальных классов читают стихотворения, ребята постарше готовят музыкальные композиции. Воссоздавая образы поколения победителей, ребята порой с трудом справляются с охватывающими эмоциями. Эмоции перехлестывают ребят не только на репетициях, но и во время выступления. Очень часто ребятишки начинают плакать, и с ними вместе начинаем плакать и мы, и все зрители. Лучшего чтеца в каждой возрастной группе выявить очень сложно. Победители по различным критериям определяются во множестве номинаций. Впрочем, конкурс преследует иную цель. Через образы, описание и изложение событий ребята познают глубину трагедии войны и величие подвига народа-победителя. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. Всероссийская патриотическая акция «Свеча памяти», посвященная 73-летию Победы в Великой Отечественной войне, проходит сегодня на площади Победы. Акция призвана сохранить память об участниках Великой Отечественной войны, содействовать нравственному и эстетическому воспитанию подрастающего поколения. Можно убить меня. К другим темам. В Якутске прошел митинг в честь открытия мемориальной доски в отделе вневедомственной охраны. Ее посвятили памяти якутского милиционера Назима Сафарова. Он героически погиб во время несения службы. В 99-м в Якутске орудовала вооруженная обрезами банда, которая совершила целый ряд разбойных нападений, в результате которых погибло несколько человек. Сафаров тогда со своим напарником стал на пути преступников и ценой своей жизни предотвратил очередное нападение и убийство. Сегодня на церемонии присутствовали руководство Росгвардии, ветераны службы и представители общественности. Открытие этой мемориальной доски – знаменательное событие для сотрудников управления вневедомственной охраны по республике Саха-Якутия. Я считаю, что оно будет играть огромную роль в воспитании молодого поколения.
Соответственно, Сафаров своим поступком показал, что он действительно был настоящим сотрудником, не испугался, не побоялся. И, соответственно, свой служебный и профессиональный долг он выполнил до конца. 5 бронзовых, 1 серебряную и 1 золотую медали завоевали якутские спортсмены в Волгограде на открытом Кубке России по смешанным единоборствам. В соревнованиях участвовало 160 спортсменов со всей России. Республику представили 8 бойцов. Александр Зубехин рассказывает. Среди смешанных единоборств миксфайт является самым жестким видом спорта, потому что здесь стойки можно бить с локтя и колена по всем частям тела. Всего 3 раунда. В ходе уже первого боя Петр Захаров из Чураптинского улуса получает перелом правой руки в 2 местах. Однако бой продолжается. Мастер спорта по боксу делает попытку перевести в бой борьбу, но Петр ударом с колена в 3-м раунде отправляет противника в технический нокаут. Результат – серебряная медаль Кубка. Я продолжил бой, потому что на кону стояла путевка в мир в Казахстане, которая пройдет в июне. И поездка нужна была, конечно, прежде всего для своего народа, конечно. Ну и для себя, конечно, тоже. Имя надо делать. Ну, чтобы по боям выступать. Победитель турнира в схватке с соперниками одержал победу в борьбе по очкам. Золотой медалист уверен, причина победы – это долгие и усердные тренировки. Секрета нету никакого, просто надо больше тренироваться и тренировки не пропускать, и все. Да. И все свое время придет. Обмыть медали в Морсии и выпить содержимое. Такова традиция спортивного клуба «Уран-Хай», чтобы сила, выносливость и удача передались молодым еще не титулованным бойцам. 14 июня Кубок мира по миксфайту в Казахстане соберет профессионалов со всех уголков мира. Юрий и Петр завоевали свои путевки и готовы бросить вызов. Тренировки уже начались. 2 раза в день по 2 часа в течение 2 недель. Работа на выносливость. Тренер уверен, спортсменам нужно отдыхать. Неделя восстановления, потому что чтобы организм на спад не пошел. Он на пике должен подойти. Бег, плавание. Сейчас модно называется по-американски там кроссфит, например, кроссфита. Силовая выносливость, функциональная выносливость спортсмена. В основном мы стараемся на природе, чтобы... Победа в Кубке мира по миксфайту в Казахстане – это путевка в большой коммерческий спорт, где каждая победа стоит денег. Расслабляться нельзя. Александр Зубехин, Георгий Григорьев, Якутск. Телеканал «Якутия-24» следит за развитием событий. Оставайтесь с нами и удачи вам.